О запрете курения. Статистика показывает, что после лечения 99% бывших курильщиков из 100 опять взялись за курение. Этого не было бы, если бы мы подавили страсти души. А если лечить только физически, не воспитывая и не поддерживая человека духовно, то он вернется к этому, потому что этот человек будет сыном мирского, и все, что он знает и к чему стремится, это получение мирских удовольствий. А если в нем есть понимание веры, богобоязненность, и если посредством разума и поминания Всевышнего освящена его духовность, а если он видит истину истиной, а ложь ложью, то мы знаем, что этот человек, бросив курить, не вернется к этому вновь. В Коране говорится, чтобы деяния наши не влекли нас к погибели и чтобы мы сами себя не убивали. Разве не является самоубийством курение табака, который в зависимости от вида содержит в себе до 500 ядовитых химических соединений? Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другому». Сунан ибн Маджа. Арабы тоже курят кальян и совершают грех. Некоторые любители кальяна пытаются сделать его дозволенным, ссылаясь на то, что якобы арабы тоже курят его. Да, действительно, на Востоке это дурное явление популярно, но от этого курение не становится разрешенным по исламу. Независимо от того, арабы ли это или не арабы, курение кальяна является запретным по шариату. Мы ни в коем случае не должны обращать внимание на традиции или поступки людей. Мы должны следовать указаниям шариата и руководствоваться в первую очередь именно ими. А по нормам ислама и курение кальяна, и курение вообще – грех.